Через неделю для сотен первоклассников прозвенит первый школьный звонок. Несмотря на пандемию и ограничения, многие первоклассники в этом году все же сядут за парты. Готовятся к этому дню основательно. Необходимо купить множество вещей для учебы, начиная от ручек и заканчивая школьной формой. О том, сколько стоит собрать школьника к 1 сентября, расскажет Александр Хавренко. Форма, рюкзаки и тетради, ручки, пеналы и много других необходимых для учебы предметов необходимо купить родителям школьников. Традиционно в последние дни августа они отправляются на школьную ярмарку, где можно купить все и сразу. Подготовка ребенка к школе – мероприятие затратное. У каждой школы есть свой регламент по одежде. То есть кто-то берет пиджаки, кто-то пиджаки не берет, на мальчиков. Но в среднем я бы сказал так, что ребенка можно одеть у нас около 3-3,5 тысяч. Это, можно сказать, под ключ. Это будет там жилет, брюки и, к примеру, рубашка. Либо сорочка, либо блузка на девочку. Причем, для мальчиков и для девочек, цены там примерно одинаковые. Прибавьте к этому спортивную форму, канцелярские товары, рюкзак и обувь. Получается солидная нагрузка на семейный бюджет. Но многим родителям в этом вопросе помогли так называемые президентские выплаты. Сын в 1 класс пойдет, и нам очень-очень помогли путинские выплаты. Эти деньги мы смогли купить костюм, спортивный костюм, сумки и канцтовары. То, что выплаты дал Путин, мы оставляли на 1 сентября. И эти деньги сейчас все мы потратили. В этом году из-за пандемии школьная ярмарка открылась на 10 дней позже, чем обычно. Поэтому, особенно в последние дни, там наблюдается ажиотаж и большое количество посетителей. Но все продавцы соблюдают санитарные правила, и посетителей просят не заходить в павильоны без защитных масок. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск.